Лишь 12% от суммы ушло на закупку, остальное село в чьем-то кармане. И это остальное средство транснациональной корпорации «Достан». Несмотря на то, что по форме предприятие является частным акционерным обществом, пакет акций государства в нем, как и во многих других национализированных в 2010 году объектах, является контрольным. ГКНБ накануне представила информацию о том, что держателю 98% ценных бумаг, то есть государству, нанесен ущерб в размере 470 460 долларов. В 2012 году при заключении сделки для закупки партии специальных изделий цена на них была сильно завышена. По факту, как утверждают в Госкомитете нацбезопасности, детали обошлись всего в 14 400 долларов, а не в заявленные 500 000. Установлено, что в январе 2012 года между председателем правления ОАО ТНК «Достан» Ибраимовым и генеральным директором ОСО «Достан Инжиниринг» Сасыбаевой был заключен контракт на поставку специальных изделий в количестве 80 штук на общую сумму 533 760 долларов США. В свою очередь, данная ОСО, возглавляемая бывшим работником ОАО, перезаключила договор с Украинской государственной хозрасчетной компанией и приобрело данную партию за 14 400 долларов. Разница составила 470 360 долларов США. Разумеется, контракт заключается за подписью главного руководителя. И на тот момент, как отмечает комитет, им являлся нынешний мэр Бишкека Албек Ибраимов. По словам градоначальника, на допрос его пока не вызывали. Об уголовном деле узнал из СМИ. Статья, по которой оно возбуждено, звучит как присвоение и растрата вверенного имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения. Обвинений никому не предъявлено, и открыто дело не в отношении Ибраимова, а по факту. Сейчас это идет процесс сегодня проверок, и я думаю, что это хозяйственные вопросы, которые надо действительно перепроверить, и мы готовы всячески оказывать содействие. Эти изделия были направлены на экспорт, в связи с этим была высокая очень добавленная стоимость на предприятии, в связи с этим надо посмотреть весь контракт. Но само окончательное изделие, об этом можно говорить, это завод, который выпускает торпеды. Окончательное изделие тоже называется специзделием, поэтому состоит из 1600 компонентов. Один из них из Black. Да, и все эти 1600 компонентов идут под определенными шифрами как специзделия. Отмечается, что контракт на поставку партии комплектующих был заключен с фирмой «Достан Инжиниринг», руководила которой тогда Асылкуль Сасыбаева. Эта фирма не сторонняя. Ее открыли при заводе «Достан» как дочернюю. Доля самого предприятия в ней составила 30%. По данным Минюста, в ней есть и иностранное участие. Деятельность определена как производство оружия и боеприпасов. По некоторым данным, она осуществляла поставки продукции в Украину. Отработавший на этом заводе 20 лет депутат Улугбек Урмонов рассказывает, что фирма создавалась с определенными целями. После развала Союза физприборы, он же «Достан», практически единственный в Кыргызстане из многочисленных оборонных предприятий СССР, которое удалось сохранить. Были трудные времена, но завод получилось приспособить для производства в том числе и товаров народного потребления. В частности, там и сегодня производят высококлассное медицинское оборудование. Но основным предназначением так и осталась сборка специализированной военной продукции, как, например, электрических торпед для морского флота. Товар не широкого потребления, дорогостоящий, а потому в условиях рыночной конкуренции кто-то должен был заняться его продвижением. При создании «Достан Инжиниринга» главная задача была поиск покупателей. Завод выпускает специфическую продукцию военную, поэтому такая фирма нужна была при создании. И разработка новых технологий в основном. Сразу обвинять руководителя не стал бы, потому что тут нужно тщательно разобраться. Да, я тоже прочитал, что очень за маленькую сумму купили приборы и оприходовали баснословным ценам. Но завод большой, и конкретные исполнители должны отвечать, кто заключал контракт, как. Я думаю, на все эти вопросы следствие ответит. Албек Ибраимов при этом не считает, что в данном вопросе есть хоть какая-то политическая подоплека. Говорит, что вопрос хозяйственный. О какой сделке и на покупку каких конкретно изделий идет речь, пока только догадывается. Председателем правления завода он был с 2011 по 2012 годы. Говорит, что нужно просмотреть контракт и шифры. А шифруют там как готовые изделия, так и сырьевые детали. Ведь работа на объекте ведется за
засекречено еще с момента его организации в 1956 году. На этом заводе сохранилось инженерно-технический, конструкторский персонал. И эти люди, оставаясь здесь, сохранили этот завод и продолжали выпускать в соответствии контрактных отношений свои торпеды и поставляли, соответственно, заказчикам. Но надо иметь в виду, что торпеды, военное оборудование, военные изделия стоят очень дорого. Этот завод очень много полезного приносило, соответственно, Кыргызской республике в виде бюджетных отчислений, налогов. Уже в 2000-е предприятие продолжило выпускать экспортный вариант торпеды для индийских ВМС, а также некоторые части для завода «Дагдизель», выполнявшего госзаказы Минобороны России. «Дастан» по-прежнему особо охраняемый режимный объект, где и сегодня производят продукцию военного назначения в соответствии с контрактными обязательствами. Елена Яковлева, Алтынбек Каныбекулу, НТС.